Уважаемые дамы и господа, вероятно, вы уже догадались, что нужно полностью отключить звук на ваших мобильных устройствах. Обратите внимание, что свет экранов также мешает зрителям и артистам. При этом вы можете осуществить фото- и видеосъемку, предварительно убавив яркость. Спасибо за внимание.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады видеть вас на нашем концерте камерной музыки. Перед тем, как мы начнем, я очень прошу вас убедиться в том, что ваши мобильные устройства переведены в беззвучный режим, поскольку совсем скоро с этой сцены польется настоящая, чистая, гениальная музыка, которую вы будете воспринимать душой и сердцем. И чтобы эту встречу с настоящим искусством ничего не нарушило, я прошу вас убедиться в том, что все звуки на ваших телефонах отключены. Спасибо. Серия наших камерных концертов начала свое существование летом в Уфе, прошлым летом, между 30-м и 31-м концертными сезонами, а уже в новом сезоне обрела большую популярность не только среди уфимских зрителей, но и по всей Башкирии. Поэтому сегодня мы очень рады представить вам новую программу в стенах малого зала «Башкортостан». В этот вечер перед вами распахнется сокровищница, таящая в себе настоящие музыкальные драгоценности, поскольку услышать именно такой состав исполнителей и тот репертуар, который сегодня прозвучит, это большая редкость и настоящая удача. И если драгоценности в музее незыблемы и практически не подвержены течению времени, то сделать драгоценной музыку под силу лишь безупречным интерпретациям музыкантов экстра-класса. Именно такое трио сегодня предстанет вашему вниманию. История музыки знает такие имена и записывает на своих страницах такие имена, услышав которые, нам больше не требуется никаких дополнительных обоснований, чтобы понимать. Сейчас прозвучит такая чистая, тонкая, изящная, элегантная, гениальная музыка, что в этом не остается никаких сомнений. Одно из таких имен откроет наш сегодняшний концерт. Вольфганг Амадей Моцарт за свою непродолжительную жизнь написал более 600 музыкальных произведений. И его имя после этого стало настоящим мерилом чистоты, гармонической стройности, мелодического изящества и безусловного музыкального гения для всех последующих поколений композиторов, исполнителей и слушателей. Классик не просто оставил после себя шедевры буквально в каждом существовавшем на тот момент музыкальном жанре, но и многие из них улучшил или привнес нечто новое. Таковым новаторством в истории музыки является Кигельштадт-трио, посвященное 17-летней ученице Моцарта Франциске Жакен. История создания этого сочинения довольно любопытна, поскольку из разных источников нам известно, что юный Вольфганг, проживая в Зальцбурге, страстно увлекся в свое время стрельбой по мишеням из ружья и игрой в кегли. Об этом свидетельствуют многочисленные письма композитора своему отцу и сестре, где он постоянно просит передавать привет товарищам по игре и желает удачного музыкального пира. Все дело в том, что в те времена было принято все игры сопровождать музицированием. Благодаря собственноручной записи Моцарта, сделанной на автографе этой и других партитур, созданных в то время, мы знаем обстоятельства создания. Вена, 1786 год, во время игры в кегли. Таким образом, Кигельштадт-трио и получило свое название, которое дословно переводится как «трио для игры в кегли». Впервые оно было исполнено в абсолютно уникальном составе в доме Жакенов. На кларнете играл прославленный мастер своего времени, виртуоз Антон Штадлер, которому Моцарт посвятил множество других своих сочинений. На альте сам композитор, ну а на клавире Франциско Жакен, которой посвящено это сочинение. И впервые в истории музыки тогда, в 1786 году, было использовано именно это сочетание – кларнет, альт и фортепиано. Партии кларнета и альта выступают здесь на равных и находятся в беспрерывном и, безусловно, богатом музыкальном диалоге. В этом сочинении три части. Гордая и уверенная анданте, пронизанная мечтательными и чувственными пассажами кларнета, дышащий счастьем пружинистый и, безусловно, танцевальный минуэт и ронда, которая не заканчивает, а венчает это сочинение, оставляющее неизменно восторженные отзывы публики. Вольфганг Амадей Моцарт. Кигельштадт-трио ми-бемоль-мажор для кларнета, альта и фортепиано в 3 частях. Просьба не аплодировать между частями произведения. На сцене народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин
народная артистка Республики Башкортостан Айгуль Муратова и заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.
150-летия со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова его музыка звучит особенно часто на больших и камерных сценах, чем неизменно радует слушателей. Имя Рахманинова неотделимо связано с самим понятием «русская музыка», и несмотря на то, что он яркий представитель национальной традиции, его сочинения понятны слушателям всего мира. Оригинальный музыкальный язык, возникший на пересечении народной, профессиональной и духовной традиций, блестящие фортепианные партии, своеобразные оркестровые, хоровые партитуры – все это обеспечило одно из самых важных мест в истории мировой музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Среди его монументальных симфонических произведений нашлось место и камерной музыке. И хотя сам композитор не слишком тяготел к камерному инструментальному ансамблю, все же те немногие произведения, написанные в этом жанре, мы называем истинными жемчужинами рахманиновского творчества. Таковой является соната для виолончели и фортепиано. Произведение взрослое, зрелое, весьма уравновешенное и в то же время проникнутое воодушевленным лирическим порывом и возвышенной искренностью чувств. Музыкальная ткань этого сочинения постоянно находится в движении и словно дышит, напоминая привольную, от души льющуюся песню среди широких природных просторов. Сергей Васильевич Рахманинов. Анданте из сонаты для виолончели с фортепиано в переложении для кларнета с фортепиано. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
один из ярких представителей музыки эпохи романтизма, последователь школы Мендельсона и Шумана, немецкий композитор Макс Брух долгое время был известен широкой публике лишь благодаря своему первому скрипичному концерту, шотландской фантазии и рапсодии для виолончели с оркестром на еврейские темы «Кол Недрей». Однако в поздние годы композитор очень вдохновился опытами своего старшего коллеги, уже признанного композитора-романтика Иоганнеса Брамса, музыкой которого восхищался всю свою жизнь. И вслед за Брамсом обратил внимание на такой потрясающий духовой инструмент, как кларнет. В начале 20 века композитор пишет сначала концерт для кларнета, альта и оркестра, а годом позже он выпускает 8 пьес для кларнета, альта и фортепиано. Обе этих работы принадлежат к числу абсолютных шедевров романтической музыки и сравнимы по величине с музыкой для кларнета Моцарта, Шумана и Брамса. Макс Брух был невероятно очарован сочетанием тембров кларнета, альта и фортепиано. Нежный, печальный, очень человечный голос кларнета прекрасно гармонировал с низким, интроспективным, будто бы направленным внутрь сердца тембром альта. И это создавало неповторимый колорит элегической красоты. Почти все 8 пьес в этом цикле минорные, за исключением одной. Однако это не привносит излишнего драматизма в это сочинение. Макс Брух по своему творческому складу и темпераменту был художником скорее лирико-эпического склада и писал музыку доступную, ясную, мелодически выразительную, стройную и уравновешенную по форме. 8 пьес для кларнета, альта и фортепиано отражают все самое лучшее, что присуще в целом музыке этого композитора. Изысканный мелодизм, печальная грация, прозрачность и легкость музыкального языка и уклон в нежный ностальгический романтизм. Брух позволяет изумительно сочетаться всем 3 инструментам, и ни один из них никогда не выходит на первый план, подчиняя себе остальные. Это потрясающий, элегантный музыкальный диалог, который отражает все эмоции человеческой души. В завершение нашего вечера большой цикл. Макс Брух. 8 пьес для кларнета, альта и фортепиано. На сцене Артур Назюлин, Айгуль Муратова и Дмитрий Крюков.
Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Мои коллеги подумали, что вам не хватило грусти и решили еще немножко дать вам подумать.
Благодарим вас за прекрасный вечер. Приглашаем завтра, 22 июня, в Большой зал Башкортостан на закрытие сезона Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, а 1, 3 и 5 июля на великолепный яркий летний фестиваль. Все подробности и билеты на нашем сайте nsorb.com. Спасибо вам за вечер. До новых встреч!